участники конференции, ставшие родные уже лица. Каждый раз по приезду на родину предков я не устаю восхищаться и преклоняю голову перед всеми краеведами, перед педагогами, перед жителями, перед учащимися за то, что имя своего земляка, нашего прадеда, они с гордостью, но можно сказать, выкопали из небытия. Впервые мы узнали о нем как о политическом деятеле в начале 2000-х годов, когда Панкратий Дмитриевич Петров и Василий Васильевич Харысхалов приехали к нашей бабушке Широких Марии Алексеевны в гости, провели акт примирения между потомками белогвардейцев и красногвардейцев на нашей Омгинской земле и рассказали о том, что, оказывается, в Тихтюре есть родовая земля вашего дедушки, что он был непростым человеком. Конечно, живя с бабушкой бок о бок до 95 лет в здравом уме, она была немногословной, интеллигентной и старалась нам не рассказывать, видимо, перенеся все тяготы прошедших лет, когда они со своей матерью, потомком дворянского рода в 1944 году приехали на перекладных в Амгу. Зинаида Васильевна была высокая, стройная, жена Алексея Дмитриевича Широких. Они пережили тяжелое время. Он прожил 38 лет, она прожила 70 лет, практически не разговаривая, хотя была учительницей, следила за внуками. И вот эта женщина, которая была дочерью Василия Гавриловича Неустроева, тоже не рассказывала ничего ни внукам своим, видимо, пытаясь спасти их от тяжелых лет репрессий. С собой у нее была только машинка Зингер, которая до сих пор в нашей семье исправно работает. Ее даже маслом смазывать не надо. Они держали коровушку, и во время Великой Отечественной войны Зинаида Васильевна своими белыми руками, не знавшими труда, интеллигентная женщина, выкормила, вырастила всех внуков, поставила на ноги, похоронена на Омгинском погосте. Ну и бабушка Маша, прожив в Амге всю свою жизнь, 64 года отдав образованию амгинских детишек, преподавая очень много предметов, начиная с русской литературы, заканчивая географией, историей, политинформацией, химией, потому что не хватало учителей. Она нам единственное, что говорила, что мой папа, Алексей, лучше вы узнаете все в свое время. Он был непростым человеком. Она говорила, что в гостях у нас частенько был Платон Аюнский, Максим Амосов. Но мы, ввиду своего возраста, не придавали этому значения. Думали, что так и положено. И, наверное, в каждой семье есть свои истории, которые передаются из уста. Мария Алексеевна в нашей Амге очень хорошо известна. Нет человека, который бы не знал о ней. У нас в нашей школе Амгинской средней общеобразовательной есть музейная комната имени Марии Алексеевны. Вот некоторые экспозиции я сегодня привезла. Одна из них старинная книга рода Неустроевых. Это альбом уже истлевших страниц. Можете посмотреть ее. Рядом со мной находится Сардана Юрьевна Захарова-Карманова. Это тоже представитель нашей большой педагогической династии, которую в 2006 году администрация первой школы имени Владимира Галактионовича Короленко, проводили конференцию, посвященную династии Неустроевых Широких, и вот был вручен знак династии, значок династии педагогов, который на то время, на 2006 год, включал 443 года. Рядом стоит праправнук Алексея Дмитриевича Шестаков Евгений Владимирович. Сегодня он будет выступать
о своем прапрадеде. Он учащийся Ангинского лицея имени Владимира Галактионовича Короленко. И они со своей преподавательницей на апрель месяц запланировали временную экспозицию, посвященную 140-летию Широких Алексея Дмитриевича. Я еще раз выражаю огромную благодарность всем вам и хочу вручить от Григория Анатольевича Карпова, кстати, тоже вашего выходца, потомка Шадрина. От него я вручаю знак нашей школы и брошюру, которую мы издавали на конференции, посвященной столетию Широких Марии Алексеевны, а также книги, посвященные ей. На странице книг, естественно, есть главы, посвященные Алексею Дмитриевичу. Я хочу вручить это Елене Михайловне, она знает, как распорядиться. Мы с ней поддерживаем очень тесную связь. Организаторlarga manni üçügey terelitip temna terelitip terelitip terelitip